Здравствуйте! Время реальной экономики, в студии Тимур Бекмурзин. Мы уже как-то говорили, что в последнее время наш деловой лексикон очень быстро стал пополняться новыми словами и терминами. Давайте загибать пальцы. Даже пандемия, раньше мы это слово почти не вспоминали, сейчас постоянно. Что такое коронавирус, никому объяснять не надо. К нему теперь добавился еще и коронакризис. Более специфические термины уже ближе к медицинской сфере, но их смысл тоже понятен большинству. Плато. Всем нам теперь знакомо и такое выражение, как масочный режим. И если ближе к экономике, нам совершенно в ином качестве, чем раньше, раскрылись такие словосочетания, как «идеальный шторм» и «черные лебеди». Нам теперь не нужно разъяснять и значение термина «локдаун». На самом деле, я бы еще мог долго продолжать, но не хочу. И главным образом, потому что очень рассчитываю, что все эти слова, термины и выражения как стремительно ворвались в жизнь, так же скоро и уйдут. И из лексикона, и из нашей повседневности. Хочется в это верить. А вот отдельные, новые для слуха понятия, похоже, собираются остаться, по крайней мере, в среднесрочной перспективе надолго. Итак, что вы знаете о так называемом энергетическом переходе? Ничего не слышали, мало что знаете, а между тем он уже в той или иной степени стартовал, этот очередной энергетический переход, и сейчас экономисты, эксперты, аналитики по сути обсуждают только первое, как долго он продлится, и второе, если все-таки переход займет длительное время, каким будет этот новый энергетический уклад, а еще точнее, сколько таких укладов будет и как они будут вместе уживаться. Мы сегодня более подробно поговорим о перспективах энергетики в глобальном смысле, о том, какое будущее специалисты отводят нефти и газу в ближайшие 10-20 лет, о зеленых трендах в экономике, ну и самое главное, расскажем, почему даже при снижении роли черного золота в мировом энергобалансе значение такой отрасли, как нефтепереработка, особенно основанной на передовых технологиях, будет только возрастать. И, конечно, мы детально поговорим о перспективах отрасли в масштабах Татарстана и всей России. Главными экспертами реальной экономики выступят руководители одного из самых современных и передовых нефтеперерабатывающих комплексов страны, компании «Таиф НК». Смотрите сегодня. Нефтегазовая отрасль, постковидные перспективы и новомодные зеленые тренды. Что нас ждет через 5, 10, 20 и 30 лет? Татарстанская нефтепереработка. История с продолжением. Таиф НК – современный нефтеперерабатывающий комплекс с запасом прочности. Как компания пережила тяжелейший 2020 год? Какие планы строит на ближайшие перспективы? Что сегодня производит на предприятии? Номенклатура и качество продукции Таиф НК. Специалисты расскажут. Модернизация как главный фактор развития. Таиф НК вчера, сегодня, завтра. Как развивается нефтепереработка в Татарстане и какие новые открытия нас ждут впереди. Все расскажем. Хотя мы все чаще сейчас говорим о так называемом энергетическом переходе, для специалистов это понятие далеко не новое. Более того, аналитики говорят о грядущем уже 4-м по счету энергопереходе, в ходе которого возобновляемые источники энергии должны постепенно вытеснить ископаемые виды топлива, то есть газ, нефть и уголь. Это произойдет, во-первых, под влиянием государственной энергетической политики многих стран, направленной на защиту экологии и декарбонизацию, а во-вторых, из-за развития технологий. Именно технологическая часть, распределенная энергетика, цифровизация, удешевление хранения энергии, возобновляемые источники энергии и водородные технологии являются фундаментом для 4-го энергоперехода. Все хорошо, но тут важно время, сколько его осталось у того же черного золота. Здесь оценки экспертов разнятся. Кто-то говорит о перспективе чуть ли не в 5-10 лет. За этот период зеленая повестка станет преобладающей в мировом энергетическом переделе. Лично я что-то сомневаюсь. Да, зеленый энергопереход сейчас активно продвигается, лоббируемый Евросоюзом и США. Но давайте все-таки вначале задумаемся о том, насколько возможен мир без углеводородов.
Сейчас 85% мирового энергобаланса закрывают углеводороды. В развитой Европе 75%. При этом в мире почти миллиард человек вообще не имеет доступа к электроэнергии, а 2,5 миллиарда готовят еду на открытом огне. В этой ситуации нам на полном серьезе говорят, что все человечество чуть ли не за 20 лет перейдет к энергии, которая пока остается очень дорогой. Я уже 10 лет слышу о том, что нефть скоро никому будет не нужна, но если взять потребление за эти 10 лет, то оно выросло без 2020 года на 13%, а газа на 25%. Да, тенденция когда-нибудь поменяется, но рассчитывать на то, что сейчас эта зеленая волна накатится и раздавит всех производителей нефти и газа, достаточно большое преувеличение. Спад спроса в прошлом ковидном году брать в расчет некорректно – это форс-мажор. Более того, он нас неожиданно погрузил в будущее без углеводородов. Самолеты не летали, многие машины стояли на приколе. И оказалось, что жить без нефти и газа сложновато. Еще немного прогнозов. Согласно расчетам Московской школы управления Сколково и Института энергетических исследований РАН, в структуре мирового энергопотребления ископаемые виды топлива останутся преобладающими как минимум до 2040 года. Но на горизонте 2050-2060 годов это доминирование может быть утрачено. А как все эти прогнозы могут повлиять на развитие отечественной нефтегазовой отрасли? Каковы перспективы такой отрасли, как нефтепереработка, которая имеет стратегическое значение для того же Татарстана? Об этом в нашем обзоре. Энергопереход неизбежен, но нужно ли нам его в России так уж опасаться? Опасаться в данном случае слово не совсем подходящее. С точки зрения энергобаланса дела у нас обстоят не так и плохо. Тем не менее, в любом случае современные тенденции по декарбонизации, снижению углеродного следа учитывать просто необходимо. По мнению вице-премьера России Александра Новака, в ближайшие 20 лет доля углеводородов в мировом энергобалансе снизится лишь на 15 процентных пунктов. При этом российский энергобаланс, как мы уже сказали, можно считать относительно экологичным и эффективным. Судите сами. У нас 19% занимает атомная генерация, 18% гидрогенерация и уже почти 1% возобновляемых источников энергии, доля которых будет расти до 4%. Соответственно, мы уже имеем на сегодняшний день почти 37-38% в энергобалансе выработки чистой энергии из возобновляемых источников. Для сравнения, углеродный след выработки электроэнергии в России меньше, чем в США, Европе, Китае, Австралии и Индии. С другой стороны, игнорировать энергопереход нельзя. Более того, нужно уже сейчас быть готовыми жить в новой энергетической реальности. В принципе, это работает. Единственное, что пока это сильно дорого, за это платят потребители. И это дополнительная нагрузка на потребителя. Мы исходим из того, что достаточно продолжительное время будет существовать два энергетических уклада. Это традиционный углеводородный уклад, где все будет определять нефть и газ. Естественно, наверное, доля угля будет снижаться. Ну и другой энергетический уклад – это водород и, может быть, аммиак и, соответственно, электроэнергия из ВИА, что тоже имеет право на существование, но вот эти два уклада, соответственно, должны и будут существовать какое-то время параллельно. Консультант президента Татарстана по вопросам недропользования нефти и газа Ринат Муслимов пока не видит достойной альтернативы углеводородам. Понятно, что история с возобновляемыми источниками энергии хорошо продается, но как быть с технологиями? Нам уже больше 10 лет обещают, что вот-вот сейчас все решим. Будут аккумуляторы, обещают технологическую революцию, но она до конца так и не происходит. Да, технологии дешевеют, но пока зеленая генерация все равно дорогая. К тому же в вопросах конкуренции на рынке нефти и газа стало много политики и недобросовестной конкуренции. Конкуренции совершенно на новом уровне. Значит, это не просто вот так, как тогда было, да, цены туда-сюда, ты дешевле, ну, обычные торговли, да, это элементарные. Она изощренная. Это война, СМИ, пиар. Война. Значит, вот зеленая энергетика, хотя она дорогая, где-то она пойдет. А, конечно, ничего делать. У них нет комфортных таких преимуществ для
как в виде нефти и газа, да, вот, поэтому им приходится это делать. Татарстану, как и России в целом, нужно двигаться параллельными курсами, заниматься возобновляемыми источниками, причем все более усиленно, и при этом развивать свой стратегический актив. Пока для нас ценность углеводородного сырья как топлива, как сырья для нефтепереработки и нефтехимии только растет. К тому же развитие нефтепереработки как стратегической для страны отрасли очень правильный и твердый шаг в направлении ухода от сырьевой зависимости. Татарстан в этом плане показательный пример. Отрасль в республике, можно сказать, создали с нуля. Как результат, когда-то типично нефтяной регион, сохранив уровень добычи, большую часть сырья уже перерабатывает на собственных заводах. Один из самых современных и совершенных в технологическом плане нефтеперерабатывающих комплексов страны, ТАИФ-НК, несмотря на трудный 2020 год, в целом не снижает темпов развития. Хотя, как признается генеральный директор компании Максим Новиков, это дается коллективу предприятия с превеликим трудом. ТАИФ-НК в полной мере ощутил на себе все прелести так называемого идеального шторма, когда одновременно сработали все негативные факторы от локдауна, падения котировок на нефть и нефтепродукты до падения спроса. В такой ситуации против нефтепереработчиков сработал и так называемый демпферный механизм, который используется для компенсации разрыва в стоимости нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках. Грубо говоря, цена, котировки на экспорт нефтепродуктов, они были существенно ниже, чем зафиксированная цена, оптовая цена на нефтепродукты внутреннего рынка. Спрос уменьшился, котировки на нефтепродукты уменьшились, демпфирующая надбавка не сработала, а даже дала, наоборот, отрицательный эффект. Все это повлекло огромный, колоссальный просто финансовую нагрузку на наше предприятие. Наша чистая выручка, она по отношению с 2019 годом сократилась на 29%, поэтому это существенный, конечно, удар, да, по нашему предприятию. В этой сложной ситуации хорошим подспорьем стала работа комплекса глубокой переработки тяжелых остатков, пусть и в режиме пуска-наладки. Я думаю, вовремя не то чтобы ввели, включили в работу комплекс глубокой переработки тяжелых остатков в режиме пусконаладки, да, то есть тоже часть вот этого низколиквидного продукта мазута мы переработали и получили дизельное топливо, да, мы по сути как-то более-менее еще скомпенсировали вот эту ситуацию на рынке. Огромная помощь оказана нашим акционерам ТАИФ-НК. От себя лично это просто благодарность руководителям группы компаний ТАИФ. Сегодня АО ТАИФ-НК один из совершенных по технологическому оснащению и уровню извлечения высококачественных светлых нефтепродуктов нефтеперерабатывающих комплексов мира. Включает в себя нефтеперерабатывающий завод проектной мощностью 7,3 миллиона тонн перерабатываемой нефти в год. Завод бензинов с установкой каталитического крекинга проектной мощностью по сырью 1 миллион тонн в год. И установкой по переработке газового конденсата проектной мощностью 1 миллион тонн в год. И комплекс глубокой переработки тяжелых остатков проектной мощностью 3,7 миллиона тонн перерабатываемого гудрона и вакуумного газоля. Уникальная технология нефтепереработки Weber Combi Cracking является основой в реализации крупномасштабного стратегического инвестиционного проекта строительства КГПТО. Данная технология отвечает всем современным требованиям по безопасности и экологическим показателям. Проект является прорывным для всей мировой нефтеперерабатывающей отрасли. АО ТАИФ-НК выпускает 49 наименований нефтепродуктов, соответствующих самым высоким стандартам качества. 24 на нефтеперерабатывающем заводе, 11 на заводе бензинов и 14 на КГПТО. Основные виды выпускаемой продукции – прямогонный бензин, дизельное топливо экологического класса К5, летнее, зимнее и межсезонное, автомобильные бензины экологического класса К5, регуляр 92, премиум, евро 95, авиационный керосин, технический керосин, сжиженные углеводородные газы, полимер битум. Как бы напряженно ни складывалась ситуация на рынке нефти в России и в мире, тренд на развитие собственной нефтепереработки для нашей страны уже стал определяющим. Однако есть нюансы. Нам нужны не просто объемы переработки нефти, а высокое качество таких заводов. А это серьезные инвестиции. Какие условия нужны, чтобы в стране было выгодно вкладываться в нефтепереработку? Мнение генерального директора компании ТАИФ-НК. ТАИФ-НК
новые объекты вводят, как правило, за счет собственных средств, и, средств акционера и также заемных средств. Сейчас разрабатывается, значит, проект изменений в налоговое законодательство, где строительство вот таких объектов вторичной переработки, глубокой вторичной переработки, да, для этого строительства будут дополнительно введены инвестиционные надбавки. Вот, к сожалению, данная программа, она имеет временной характер, вот, под который, грубо говоря, ТФНК не попал, потому что мы уже завершили основной этап строительства и, в принципе, сейчас находимся в процессе ввода уже объектов в эксплуатацию. Но в любом случае мы подаем свои предложения. Хотелось бы, конечно, чтобы государство нас услышало. Что нужно предпринять, чтобы сделать отрасль нефтепереработки в России локомотивом роста всей экономики? Прежде всего, как мы уже сказали, создать условия для привлечения инвестиций в отрасль. Второе, необходимо повышать технологический уровень предприятий отрасли. И в принципе этот процесс идет, о чем свидетельствует и статистика. Так, в 2015 году, по данным Ассоциации нефтепереработчиков России, средняя глубина переработки нефти в стране была на уровне 74%, а в 2019 году 83%. В 2020 составила уже 84%. То есть за 5 лет рост на 10%. Отличный результат. Впрочем, специалисты настоятельно советуют обращать более пристальное внимание и на другие показатели, помимо глубины переработки. Почему? Давайте послушаем профессионалов. Когда мы говорим о глубине переработки нефти, тут не учитываются следующие факторы. Во-первых, качество сырья. Если в априори на завод подается легкое сырье, легкая нефть, то даже не используя какие-то высокотехнологичные установки, можно получить высокую глубину переработки нефти, сопоставимую с технологически сложными серьезными заводами. На сегодняшний момент, после того, как нефтепереработка ушла далеко вперед, появились вторичные процессы, появились другие виды нефтепродуктов, корзина нефтепродуктов просто-напросто расширилась. Поэтому вот эта формула, ну, на мой взгляд, пока она немножко устаревшая. Если мы говорим об отборе светлых нефтепродуктов, по этому показателю как выглядит? Вот по этому показателю, да, как раз я на него и ориентируюсь. На сегодняшний момент, уже, в принципе, сейчас апрель месяц, мы отработали первый квартал 2021 года. Этот показатель уже достиг 83,1%. Ну, грубо говоря, если взять не динамику, а статистику, которую приводит Ассоциация нефтепереработчиков нефтехимиков, да, за 2020 год, мы в лидерах. Чтобы всем понимать, почему важно, чтобы был высокий объем, большой объем светлых нефтепродуктов, это более высокомаржинальный. Ну, конечно, это те же самые товарный бензин, это прямогонный бензин, что является сейчас очень рентабельным, это потому что он является сырьем химпереработки. Так. Все это происходит на фоне утяжеления нефти. То есть нам приходится сталкиваться с теми процессами, которые сейчас уже неизбежны, наверное, в нашем оборудовании. Это коксообразование, засорение. Это очередной, кстати, вызов нам. Я бы еще говорил о таком показателе, как индекс Нельсона. Это показатель, который характеризует наличие в составе технологической схемы того или иного завода присутствие, эксплуатацию высокотехнологичных сложных заводов. То есть те заводы, которые имеют в своем составе установки изомеризации, каталитического крекинга, гидрокрекинга вакуумного газоля или гудрона, имеют наиболее высокие значения индекса Нельсона. Средняя величина по России получается порядка 6. Самые, скажем, технологически оснащенные заводы имеют величину индекса Нельсона 10. Наименее, скажем так, развитые 3. В ТФНК с учетом эксплуатации КГПТО в режиме комплексного опробования данный показатель составляет 8,3 единицы. Почему ТФНК тратит такие средства и столько сил на повышение эффективности работы, получается, своего нефтеперерабатывающего комплекса? Ответ на этот вопрос заключается в том, что это
наша реакция на те вызовы, получается, мировой экономики, которую мы видим в последнее время. Если говорить по структуре наших потребителей, это 53% получается внутренние потребители, то есть рынок Российской Федерации, 47% это страны СНГ, страны Азии и, получается, страны северо-западной Европы. Сжиженные газы, прямогонный бензин были реализованы нашему стратегическому партнеру, это ПАО «Нижнекамскнефтехим», для последующих стадий передела. Автомобильный бензин различных марок, сорта летнего и зимнего дизельного топлива через сеть собственных ХЗС были реализованы в розницу непосредственно потребителям, а также через отдел реализации в виде, получается, оптовых продаж в страны, в зарубежные страны и на внутренний рынок. Дорожный битум, который вырабатывается в ТФНК, практически полностью был реализован местным дорожным компаниям Республики Татарстан. Топочный мазут, объем которого по мере освоения мощностей КГПТО Неукона в ТФНК снижается, был реализован внешним потребителем посредством, в основном посредством железной дороги. По факту, эта пандемия стала серьезным вызовом и испытанием на прочность для всей мировой экономики. Последствия и глубину этого кризиса еще только предстоит оценить. Но уже очевидно, в мире формируется новая реальность. Процессы глобализации и интеграции проходят сложные испытания, а ведущие страны делают выбор в пользу технологической, промышленной самостоятельности, понимая, что в вопросах безопасности и развития сейчас можно полагаться прежде всего на себя, на человеческий, кадровый, научный потенциал своей страны, своего региона, своей компании. Умение перестроить свою работу практически на ходу, переосмыслить ситуацию, качество сильной и умной компании. Компании, у которой есть команда и есть своя стратегия развития. ТФНК в полной мере показал свою готовность к любым вызовам и испытаниям, даже самым сложным и неожиданным. Никакая пандемия, локдауны, объективные трудности в экономике не могут повлиять на стратегические планы. Для ТФНК здесь все по-прежнему. Основные задачи не изменились и звучат также амбициозно. Не потерять набранных темпов, сохранить ведущие позиции на рынке. И понятно, что для достижения заявленных целей нужно не только заниматься модернизацией производственных процессов, инвестировать в технологические новшества. Не менее важны инвестиции в самих людей, в формирование успешной команды ТФНК, в охрану труда и промышленную безопасность. Все приносит свой эффект, и здесь мелочей быть не может. Для меня сейчас главная задача, я считаю, это всегда, как первая задача, которая всегда стояла, это, обеспечить непрерывное производство действующих объектов, обеспечить, своевременный ремонт, качественный ремонт. От себя лично всегда вкладываю, чтобы на нашем предприятии отсутствовал формализм, то есть всегда нужно к каждому делу, к каждой детали относиться индивидуально. Подход должен быть профессиональным к этому делу. А что касается стратегии, на сегодняшний момент можно запланировать выйти на стабильную работу КГПТО, получить уже стабильный экономический эффект. И, грубо говоря, принести пользу уже в виде, какого-то финансового результата. Чтобы работники могли трудиться с полной отдачей, предприятия и исполнительная дирекция в полной мере выполняют все взятые на себя социальные обязательства. Один из приоритетов для ТФНК – забота о здоровье своих работников. Традиционно каждый год все сотрудники компании проходят медицинские осмотры, что позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях. Все социальные выплаты, предусмотренные коллективным договором, все было выполнено в полном объеме. Поэтому я считаю, что здесь как-то именно сплоченная работа команды ТФНК и, естественно, с участием и при поддержке групп компаний ТАИ. После вакцины сразу не уходим, полчаса в коридоре нужно будет посидеть. Хорошо. Продолжается и плановая вакцинация сотрудников компании. Работники ТФНК относятся к процедуре с пониманием. Кто-то уже получает второй компонент, а кто-то, как Вячеслав Платонов, в прививочном кабинете впервые. Вакцинация, она нужна.
это здоровье мое и сотрудников, безопасных сотрудников, с кем я работаю. Сегодня к нам пришли работники огромной компании «Таиф НК». Это значит, что руководство этой компании ответственно относится к здоровью своих работников. В Нижнекамскую поликлинику сегодня пришла и кладовщик нефтеперерабатывающего предприятия Наталья Попова. Сейчас первый компонент вакцины, а через 3 недели придет за 2-й дозой. Потому что это мое здоровье, у меня 2 детей, семья. То есть я должна думать в первую очередь о них. Потом я работаю в коллективе, коллектив большой. Определены кабинеты, время. То есть я, насколько понимаю, сейчас вакцины направляются в город. Идет рассредоточение между всеми предприятиями, в том числе и жителями города. Поэтому есть такой некий график, который мы соблюдаем. Социальное здоровье коллектива также важно, как и здоровье физическое. В компании «Таиф НК» этому аспекту уделяется особое внимание. Тут и отдых сотрудников, организация их досуга, проведение различных мероприятий по укреплению корпоративного духа, поддержка ветеранов, поощрение инициативы молодых людей и так далее и тому подобное. На этом у нас все. С вами была программа «Реальная экономика» и я, Тимур Бекмурзин. Удачи в делах и финансового благополучия. Встретимся на канале «Новый век». До свидания.